Открывая еженедельное совещание, Владимир Сластенин от имени главы республики Махмуда Али Калиматова поблагодарил всех ответственных за проведение на высоком уровне праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Почтили память всех погибших в 40-х в городе воинской славы. Здесь состоялось памятное мероприятие, ну а главный праздничный концерт прошел на площади Алания перед башней Согласия в Магасе. На высоком, как раньше говорили, идейном и политическом уровне провел мероприятие столица нашей Родины, город Магас. Спасибо большое. Действительно было очень мощное мероприятие. Также город Молгобек. Тоже спасибо всем, скажите, организаторам, детишкам. Там тем более, что у нас Миннац выпустил монеты. Имейте в виду, значит, Молгобек, город воинской славы. Далее работа продолжается согласно повестке. Первый вопрос – реализация в Ингушетии нацпроектов и государственных программ. По мониторингу Министерства финансов Российской Федерации кассовое исполнение республики превышает среднее значение по Российской Федерации по 4 национальным проектам. Это национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» с кассой по республике 52,8%, по Российской Федерации 32,9%. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» с кассой по республике 23,4% и по стране 21,5%. Национальный проект «Экология» с кассой по республике 53,7%, по Российской Федерации 21,4%. Следующий вопрос – повышение доступности безналичных платежей на розничных рынках и ярмарках. Сегодня многие покупатели предпочитают платить посредством перевода денежных средств или прикладывая карту к терминалу. В Ингушетии, к сожалению, не во всех торговых точках есть такая возможность. Зачастую в магазинах стоят таблички «Перевода нет, строго наличными», что, конечно, существенно ограничивает в правах потребителей, заставляя их идти в поисках ближайшего банкомата. Отделением Нацбанка председателем правительства Республики Ингушетия в текущем году план мероприятий по повышению финансовой доступности в сельской местности и на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях Республики Ингушетия. Мы готовы оказывать услуги и по терминалам, и по установке QR-кодов программным обеспечением, и по повышению финграмотности совместно с Центральным банком, с правительством. Заслушали участники совещания итоги работы регионального центра управления регионом по мониторингу информационного поля в сети интернет, обработке жалоб и обращений от населения Республики Ингушетия. С начала года было зафиксировано 7144 обращения в социальных сетях, из которых 7127 или 98,8% отработаны. 17 из них, к сожалению, с просрочкой. Среднее время отработки – это 3 часа 12 минут. Обсудили участники совещания и готовность к отправке паломников из Республики Ингушетия в хадж. В 2025 году первые группы уже вылетят в конце мая. По поручению главы республики огромное внимание традиционно уделяют организации паломничества. Подготовка аэропорта Магас, где будут организованы чартерные прямые рейсы. Для хаджи предусмотрели гостиницы в шаговой доступности, питание, сопровождение и не только. В текущем году выделена квота в количестве 1442 места. Из них 450 это для участников и родственников членов СО. Эта квота полностью освоена. В настоящее время организована вакцинация паломников, которая будет завершена в ближайшее время. Определены группы паломников. Комитет по хаджу проводит обучающий семинар для паломников. Подготовлены и организована раздача памятки для паломников. В рамках еженедельной повестки обсудили также ход проведения в Ингушетии весенней призывной кампании и отбора граждан на военную службу по контракту, организация оповещения призывников на срочную службу в вооруженных силах России и не только. По всем ключевым вопросам председатель правительства дал соответствующие поручения. Рина Цычоева, Сулейман Костоев, Магас 24.